Доброе утро, уважаемые депутаты и приглашенные. В заседании Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан принимает участие Фарид Хабиров, премьер-министр правительства Андрей Геннадьевич Назаров, руководитель администрации главы республики Александр Геннадьевич Сидякин. Уважаемые депутаты, прошу зарегистрироваться через электронную систему голосования. Зарегистрировалось 97 депутатов Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. Кворум имеется. 32-е заседание Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан 6-го созыва объявляется открытым. Уважаемые депутаты, на заседание Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан приглашены сенаторы Российской Федерации от Республики, члены Общественной палаты и Молодежной общественной палаты при Государственном собрании, руководители организации Республики Башкортостан. Уважаемые депутаты, проект постановления о повестке заседания вам роздан. Ставлю на голосование предложение о принятии проекта постановления о повестке 32-го заседания Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан за основу. Прошу голосовать. Решение принято. Уважаемые коллеги, какие будут изменения, дополнения к повестке заседания? Депутат Хафизов Рустам Фларидович, фракция КПРФ, пожалуйста, ваш... Уважаемый Константин Борисович, я выступаю от имени фракции КПРФ. В ваш адрес мы писали обращение о проведении парламентского расследования в части высоких, роста цен на отопление, а также предбанкротного состояния ЖКХ, в основном в городе Уфа. К нам поступил ответ за подписью заместителя председателя
с частным мнением, что проведение данного мероприятия нецелесообразно. Мы хотели бы указать на то, что регламент таких ответов не предусматривает, и мы хотим поставить этот вопрос на голосование. То есть наши коллеги пусть примут решение, проводить это парламентское расследование или нет. Спасибо. Я не понял, это вот что, предложение к повестке заседания? Рустам Флоридович, дайте, пожалуйста, включите микрофон. Да, конечно, это поставить на голосование вопрос о проведении парламентского расследования. Коллеги, еще какие предложения, дополнения к повестке заседания? Уважаемые коллеги, депутат Хафизов, фракция КПРФ, предлагает дополнить повестку заседания вопросом голосования на предмет проведения парламентских слушаний. Как еще заглавьте ее точно, чтобы... Повторите, пожалуйста. Об организации парламентского расследования скачка роста цен на отопление и предбанкротного состояния системы ЖКХ в городе Уфа. Коллеги, ну слышали название, все-таки это на слух тяжело воспринимается, вы все-таки письменно предоставили заранее. Коллеги, слышите? Я ставлю на голосование предложение коллеги Хафизова о дополнении повестки вопросам, связанным с проведением парламентского расследования по вопросам скачков на цен ЖКХ, так-то, услуг ЖКХ. Кто за то, чтобы дополнить повестку заседания, прошу голосовать. Решение не принято. Уважаемые коллеги, ставлю на голосование предложение о принятии постановления о повестке заседания в предложенном формате. Прошу, коллеги, голосовать. Решение принято. Приступаем к рассмотрению вопросов, включенных в повестку заседания. Первый вопрос повестки заседания. Об отчете о результатах деятельности правительства Республики Башкортостан за 2020 год. Уважаемые депутаты и приглашенные, слово имеет глава республики Ради Фаридович Хабиров. Пожалуйста, Ради Фаридович. Уважаемый Константин Борисович, уважаемые депутаты и приглашенные. В соответствии с 87 статьей Конституции Республики Башкортостан представляю отчет о работе правительства Республики в 2020 году. С основным докладом выступит премьер-министр правительства Андрей Геннадьевич Назаров. Озвучу главные итоги непростого для всех нас года. В период пандемии основная нагрузка пришлась на сферу здравоохранения, социальной службы, волонтеров. Еще раз хочу сказать им всем сердечное спасибо. Нам удалось очень быстро перестроить систему здравоохранения на борьбу с коронавирусом. В рекордные сроки наши строители возвели современные инфекционные госпитали в Уфе и Стерлитамаке. Теперь этот уникальный опыт активно используют другие регионы. В прошлом году, помимо этого, ввели другие важные объекты: новый корпус республиканского клинического онкодиспансера, хирургический корпус больницы номер 1 в Октябрьском, многофункциональную больницу в Салавате, 120 сельских фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных лабораторий. Сейчас главная задача правительства – провести массовую вакцинацию населения. Прошу вас всех, коллеги, подключиться к этой работе, ответственно подойти к ней во всех районах и городах. Вы знаете, что во многих странах уже, по сути, началась третья волна коронавируса. И для нас, по сути, единственная возможность остановить пандемию – это вакцинация. Уважаемые депутаты, несмотря на сложный год, республика добилась хороших результатов во многих отраслях. В образовании мы вошли в число регионов-лидеров по освоению школ цифровым оборудованием, организации дистанционного обучения. Построили 7 школ и 23 детских сада. Выполнили задачу президента России по обеспечению учеников младших классов
бесплатным горячим питанием. Наладили контроль его качества, продолжили обновлять пищевые блоки и школьные столовые. Мы понимаем, что еще в этой сфере есть проблемы. Но я со всей уверенностью говорю, что наше школьное питание будет одним из лучших. Через сложные испытания прошел наш рынок труда. До 6% выросла зарегистрированная безработица. Мы помогли людям в этой тяжелой, трудной ситуации. Пособие по безработице получило более 209 тысяч человек, в том числе 79 тысяч семей с детьми. Более 70 тысяч граждан, обратившихся в службу занятости, нашли новую работу. Сейчас уровень безработицы у нас уже снизился до 4,2%. Но мы должны выполнить поручение президента страны и к концу текущего года полностью восстановить рынок труда. Прошу правительства считать эту задачу приоритетной. Подчеркну, что мы достойно пережили это трудные времена благодаря федеральным мерам социальной поддержки семей с детьми. И мы признательны президенту. Наше правительство приняло 2 пакета мер поддержки бизнеса с огромной нагрузкой на республиканский бюджет. Агентство стратегических инициатив России признало наш опыт лучшим в стране. Одно из важных достижений в экономике – это инвестиции. Объясню почему. У нас был очень высокий старт в 2019 году. Тогда мы взлетели сразу не на 14, а на 19%. И полагали, что такой объем инвестиций в ковидный год мы уже не наберем. Но оказалось, что для наших предпринимателей слова «невозможно» нет. Бизнес действительно доверяет нашим инициативам и хочет развиваться здесь, в нашей республике. И мы выросли в прошлом году на 1%. Мы смогли превзойти результат лучшего по инвестициям 2019 года. Вот почему 366 миллиардов рублей инвестиций 2020 года я считаю ярким экономическим итогом года. Мы сделали ставку на прорывных направлениях и добились в прошлом году серьезных успехов на федеральном уровне. Первое. В рамках национального проекта «Наука» республика одержала важную победу в конкурсе по созданию научно-образовательных центров мирового уровня. И второе. Правительство страны поддержало нашу инициативу о создании особой экономической зоны промышленного типа «Алга». И там, где раньше на месте заброшенных цехов рос бурьян, сейчас уже начали подниматься новые производственные площадки. Поддержку Министерства экономического развития России получила также наша инициатива по созданию и второй особой экономической зоны для развития наукоемких отраслей. Хорошие результаты показали аграрии. Объем сельхозпродукции вырос на 3,1%, до 190 миллиардов рублей, 8%. Это почти на процент выше среднероссийского значения. Уважаемые депутаты, в прошлом году правительство продолжило большую работу по повышению качества и безопасности жизни в наших городах и селах. Мы сумели существенно до 7,6 миллиарда рублей нарастить объемы федеральной поддержки, при этом став одними из лучших по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В числе крупных инфраструктурных проектов хочу отметить возобновление строительства Восточного выезда. Сейчас по нему есть и федеральное финансирование, и надежный подрядчик. Продолжилась работа по благоустройству наших городов и районов. Даже при тяжелой нагрузке на наш бюджет мы не свернули программы «Башкирские дворики», ремонта подъездов, освещения улиц. Проекты 16 наших городов и райцентров по созданию комфортной городской среды признаны победителями во всероссийском конкурсе. Еще 14 муниципалитетов уже готовят новые заявки на участие в конкурсе в этом году. Уважаемые депутаты, могу с уверенностью сказать, что в том числе благодаря вашим своевременным решениям, политической зрелости, наша республика достойно прошла тяжелейшие испытания 2020 года. Отвечая на эти сложные вызовы, мы не переставали решать застарелые, копившиеся десятилетиями проблемы. При этом мы все время смотрим в будущее, ставили и ставим для себя стратегические задачи.
для того, чтобы Башкортостан был одним из ведущих регионов нашей страны и лучшим местом для жизни. И я не сомневаюсь в том, что мы обязательно решим эти задачи, потому что в нашей республике живут очень трудолюбивые и ответственные люди, которых отличает стойкость, сплоченность и готовность к взаимовыручке. Прошлый год нам всем это доказал. Рассчитываю, уважаемые депутаты, на совместную с правительством республики плодотворную работу, активную поддержку наших масштабных планов и инициатив на благо жителей Башкортостана. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Ради Фаридович. Уважаемые депутаты и приглашенные, слово предоставляется премьер-министру правительства Республики Башкортостан Назарову Андрею Геннадьевичу. Пожалуйста, Андрей Геннадьевич. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемый Константин Борисович, уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, 2020 год стал первым годом, объявленный нами в рамках реализации указа 310 «Пятилеткой развития». Но так получилось, что из-за пандемии он стал для нас серьезным испытанием. Практически все ресурсы были брошены на решение оперативных проблем. Тем не менее, мы смогли полностью выполнить и стратегические задачи, которые были поставлены на 2020 год. В области государственных финансов работа правительства была направлена на эффективное исполнение расходных обязательств и сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетов. Исполнение консолидированного бюджета Республики Башкортостан по доходам за 2020 год составило более 261 миллиарда 500 миллионов рублей, или это 26 миллиардов. По итогам 2020 года по уровню доходов консолидированного бюджета в виде дивидендов Республика Башкортостан занимает первое место в Приволжском федеральном округе и второе место среди субъектов Российской Федерации. По доходам в виде аренды недвижимости и земельных участков республика лидирует в Приволжском федеральном округе и в России занимает 6-е место. Решая задачи предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в социальной сфере мы максимальное внимание уделяли медицине. Нам пришлось полностью переформатировать систему здравоохранения для повышения ее эффективности. В кратчайшие сроки была проведена работа по перепрофилированию коек для лечения больных с COVID-19, по обеспечению их и кислородом, и всем необходимым оборудованием. Было подготовлено почти 6400 таких мест. В рекордно короткие сроки мы построили 2 клинико-диагностические инфекционные больницы, которые в простонародье называли инфекционными госпиталями. И надо подчеркнуть, что кроме Москвы только мы смогли это сделать самостоятельно. И наш опыт в той или иной форме используют 15 субъектов Российской Федерации. Мы сумели оперативно подготовить кадры для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Это 900 врачей и 1500 среднего медицинского персонала. Не были забыты и другие направления. Мы продолжили реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых в сельские населенные пункты пришли 215 врачей и 61 фельдшер. Показатель обеспеченности врачами в прошлом году по сравнению с 2019 годом увеличился на 2,5% и составил 36,5 на 10 тысяч населения. Мы продолжили повышать эффективность инфраструктуры здравоохранения. В 2020 году появилось 120, если точнее 117 новых фельдшерско-акушерских пунктов и несколько больниц. Автопарк медицинских организаций пополнили 89 автомобилей. Если говорить о демографии, то мы еще, конечно, далеки от тех целей, которые у нас поставлены в указе 310, но тем не менее нам удалось остановить пикирующее падение рождаемости.
снижение рождаемости в 2019 году составило 11,2%, то в 2020 году этот показатель составил менее 0,5%. В результате с января по декабрь прошлого года в республике родилось 41 180 детей. Мы сохраняем высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости. Он составил в прошлом году 1,52, это на 0,6% выше, чем годом ранее, а в среднем показатель по России это составляет 1,49. Правительством начата реализация дорожной карты по дополнительным мерам, направленным на повышение рождаемости. Эти дополнительные мероприятия будут способствовать дополнительному приросту еще 8,5 тысяч рождений в ближайшие 5 лет. Деятельность правительства была направлена на повышение социальной защищенности семей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Социальную поддержку получили 1,8 миллиона наших граждан. Объем средств, направленных на предоставление мер социальной поддержки, составил около 27 миллиардов. На поддержку семей с детьми было направлено в 2,5 раза больше средств, чем в 2019 году. Была продолжена работа по обеспечению льготных категорий граждан с земельными участками. Для решения жилищной проблемы многодетных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов, в 2020 году было предоставлено 1310 земельных участков. В 2020 году в Башкортостане, как и в целом по России, наблюдался рост безработицы. В Центр занятости обратилось в общей сложности 230 тысяч человек. Это в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Пик регистрируемой безработицы пришелся на 19 сентября 2020 года, когда численность зарегистрированных безработных граждан составила 129 тысяч. Благодаря нашей совместной работе по восстановлению экономики с 30 сентября по 31 декабря 2020 года численность безработных снизилась до 111 тысяч человек. Это снижение продолжается и сейчас. Среднемесячная зарплата работников и организаций в 2020 году выросла чуть более чем на 5% и составила 38 706 рублей. Это чуть выше прогнозного значения, которое у нас было в планах. В целях дополнительной поддержки граждан, находящихся под угрозой увольнения и потерявших работу в 2020 году, были реализованы дополнительные мероприятия, в ходе которых работодателям были возмещены затраты на заработную плату в объеме 123 миллиона рублей. Это лучший показатель среди регионов Российской Федерации. В 2020 году в республике систематически занималась физической культурой и спортом 1 800 000 человек. Это практически на 100 тысяч больше, чем в 2019 году. За год было построено дополнительно более 300 спортивных сооружений. Теперь их у нас насчитывается 12 774. По данным Министерства спорта Российской Федерации, по общему количеству спортивных сооружений Башкортостан занимает 2-е место в России, после Москвы. В 136 спортивных школах Башкортостана занимается 97 тысяч человек, что на 3 тысячи больше, чем теперь уже позапрошлом году. В 2020 году был введен в эксплуатацию ФОКС-бассейн в Большеевском районе, завершена реконструкция первой очереди стадиона «Тарос» в Нефтекамске, закончен ремонт бассейна «Нефтяник» в Уфе, ну и можно перечислять этот список достаточно долго. Были закуплены 8 микроавтобусов для спортивных школ республики и начато строительство крытого футбольного манежа в Уфе. Мы развиваем проект «Сельский тренер», в рамках которого 34 тренера получили по 600 тысяч рублей. За год спортсменами республики завоевано 2035 медалей различного достоинства. Кстати, в 2020 году в 2 с лишним раза увеличен размер материального поощрения спортсменам, занявшим призовые места и их тренерам. Башкортостан – один из самых молодых регионов России. 28% жителей Башкортостана – это молодежь.
Это первое место в Приволжском федеральном округе и 7-е место в России. В 2020 году в республике работали 166 подростковых клубов и молодежных центров, где занимались более 32 тысяч детей, подростков и представителей молодежи. Мы одни из лидеров в Российской Федерации по волонтерскому движению. В 2020 году у нас работали 400 волонтерских объединений, в которых было вовлечено 361 тысяча человек. На итоговой коллегии Росмолодежи ресурсный центр добровольчества Республики Башкортостан занял первое место в России. В 2020 году главой Республики Башкортостан была учреждена государственная награда «Почетный знак «Доброволец Республики Башкортостан». Это высокое признание важности вклада волонтеров в развитие гражданского общества и решение тех проблем, которые возникают. Еще один из приоритетов в итоге правительства – это, конечно, система образования. В 2020 году было построено 23 детских сада и 7 школ. Были открыты 42 центра образования, так называемые точки роста, и 2 полилингвальные школы. Было приобретено 115 новых школьных автобусов. Мы досрочно добились 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. В целом в Российской Федерации этот показатель составляет 91,03%. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет также составляет у нас в республике 100%. В Российской Федерации тоже показатель этот чуть менее 100%. Мы заботимся о здоровье наших детей, поэтому в рамках проекта «Здоровая улыбка» был открыт 61 стоматологический кабинет в школах. С 1 сентября 2020 года для всех младших школьников, которых у нас 224 тысячи, организовано бесплатное горячее питание. 150 молодых учителей, работающих в сельской местности, получили гранты по 690 тысяч. Также в рамках программы «Земский учитель» 55 учителей получили поддержку в размере 1 миллиона рублей. Несколько слов скажу о подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Такую подготовку в республике ведут 96 профессиональных образовательных организаций и 5 высших учебных заведений. Кроме того, с 2016 года в Башкортостан принимает участие в движении WorldSkills Russia. Сборная республики в медальном зачете национальных чемпионатов занимает 8-е место среди субъектов Российской Федерации. В 2020 году нами были открыты 13 мастерских, оснащенных в соответствии со стандартами WorldSkills, а также Центр опережающей профессиональной подготовки. Руководство страны решило в текущем году, то есть в 2021, провести национальный финал чемпионата молодых профессионалов WorldSkills в Уфе. Мы должны максимально использовать это мероприятие для повышения престижности рабочих профессий и для повышения общего уровня компетенций наших кадров. Но я бы еще сказал, и для того, чтобы повысить имидж и узнаваемость Башкортостана. При поддержке президента Российской Федерации в декабре 2020 года распоряжением правительства Российской Федерации был присвоен федеральный статус нашему Евразийскому научно-образовательному центру мирового уровня. Этот проект выведет на новый уровень систему образования республики и позволит не только обучать наших студентов, но и, что очень важно, построить систему экспорта знаний. В 2020 году были существенные изменения в культурной жизни республики. Из-за пандемии объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры, уменьшился почти в 2 раза. В то же время в 6 раз по сравнению с 2019 годом увеличилось число обращений граждан к цифровым ресурсам культуры. Таких обращений было более 15 миллионов. По данным рейтинга интернет-активности, в сфере культуры наша республика занимает 3-е место среди субъектов страны. Мы продолжили реализовывать заложенные в указ 310 планы по развитию сферы культуры. За 2020 год построено, отремонтировано и приобретено почти 400 различных объектов культуры. Это от сельских домов и библиотек до театров и концертных залов. Самодеятельные коллективы республики стали лауреатами 157 международных фестивалей, в
конкурсах и в 143 фестивалях федерального уровня. И вы знаете, что в этом году у нас пройдет Всемирная фольклориада, где примут участие около 80 стран мира. И, соответственно, самодеятельные коллективы и нашей республики вольются вот в этот праздник культурной жизни. В акции «Большой этнографический диктант» приняло участие более 138 тысяч участников, и республика по этой активности заняла 2-е место в России после Москвы. Мы продолжаем работу по обеспечению граждан жильем, и в 2020 году было введено квартир и индивидуальных домов общей площадью более 2 миллионов 400 тысяч квадратных метров, что выше уровня 2019 года на 3,5%. По этому показателю Республика Башкортостан сегодня в России занимает 8-е место. Показатель жилищной обеспеченности по отношению к 2019 году у нас увеличился на 2,2% и составляет сегодня 27,2 квадратных метра общей площади жилья на одного жителя. Программа жилищных строительных сбережений, которая в Республике Башкортостан успешно развивается с 2014 года, была признана лучшей практикой на уровне Российской Федерации, и наши коллеги приглашались в Совет Федерации для презентации этой программы. На сегодня, на конец 2020 года, уже участниками этой программы являлись более 7 тысяч человек, но сегодня эта цифра еще растет. Кроме того, по итогам 2020 года Республика Башкортостан заняла 1-е место в стране по объемам выдачи кредитов по программе «Сельская ипотека». Эта сумма составила 5,5 миллиардов рублей. А также входит в лидеры по программе «Семейная ипотека» и по программе выплаты субсидий многодетным семьям на повышение задолженности по ипотеке. Для нуждающихся граждан предусмотрена государственная поддержка на улучшение жилищных условий. В 2020 году такая поддержка была оказана 12 тысячам наших граждан. 61% жилья, вводимого в республике, это индивидуальные дома. Это значительный вклад в общий показатель по вводимому жилью и достаточно доступная для наших граждан возможность построить и получить себе комфортное жилье, улучшить жилищные условия. Поэтому мы считаем, что необходимо поддерживать тех граждан, которые хотят построить себе дома самостоятельно. И правительство будет и дальше работать над развитием сектора индивидуального жилищного строительства, поддерживая строительство коммунальной инфраструктуры и оказывая финансовую поддержку нашим гражданам. Еще один аспект жилищного строительства. На данном этапе нам необходимо изменить подход к городской застройке. До сих пор застройщики возводили многоквартирные дома практически без учета социальных нужд населения. В результате микрорайоны с десятками тысяч жителей оказывались без необходимой инфраструктуры детских садов, школ, больниц, в лучшем случае на несколько лет, а иногда на несколько десятилетий. Социальные обязательства, которые мы считаем должны взять на себя застройщики, это жизненная необходимость. Мы посмотрели опыт других регионов Российской Федерации, Москвы, Московской области, и взяли этот опыт на вооружение. И поэтому считаем, что те условия, которые мы сегодня обсуждаем с нашими застройщиками, они вполне жизнеспособны и дадут возможность нашим гражданам не только приобретать квадратные метры, но и одновременно с этим получать себе комфортную жизнь с точки зрения социальных объектов, инфраструктуры. И там, где застройщики берут какие-то на себя в процессе, например, расселения, другие затраты, то мы, конечно, будем нашими государственными республиканскими средствами помогать решать социальные вопросы, но будем это делать параллельно со строительством многоквартирных домов, чтобы не откладывать эту проблему на последующие годы. Мы для этого создали 2 площадки. Градостроительный совет, на котором под председательством главы республики проходит совещание, и мы отбираем и утверждаем все параметры и все объекты, а также практически вместе с застройщиками республики создали ассоциацию застройщиков, и она дает нам возможность быть такой площадкой для обсуждения тех вопросов, которые возникают в процессе их работы. И в том числе тот вопрос, о котором я сказал, связанный с социальной нагрузкой при строительстве многоквартирных домов. Мы активно работаем по восстановлению нарушенных прав дольщиков. В Республике Башкортостан насчитывается свыше 7 тысяч пострадавших граждан.
которые являются участниками долевого строительства, таких объектов у нас 128. В целях восстановления прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, правительство работает в двух направлениях. Восстановление прав граждан, участников строительства с участием Фонда защиты прав граждан федеральной, 4 граждан, которые получили 833 квартиры общей площадью около 34 тысяч квадратных метров. Полностью эту проблему с обманутыми дольщиками мы планируем решить до конца 2023 года. Правительство поставило перед собой задачу сделать Башкортостан самым комфортным для жизни регионом Российской Федерации, о чем сейчас подчеркнул Радик Фаридович Хабиров. В 2020 году были благоустроены 103 общественные территории, хотя план был 91 территория. Реализовано 3 проекта победителя всероссийских конкурсов, проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В рамках проекта «Башкирские дворики» в 2020 году благоустроено 380 дворовых территорий. За год мы капитально отремонтировали 799 многоквартирных домов, в которых проживает 134 тысячи наших граждан. Кроме того, отремонтировали более 2000 подъездов, если быть точнее, 2180 в 700 многоквартирных домах. Качество строительства и содержания жилья является одной из самых горячих проблем, вызывающих острую реакцию наших жителей. В связи с тем, что Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору не справлялся, скажем честно, с возложенными задачами, поэтому главой республики, вы знаете, принято решение о замене руководителей, и мы надеемся, что этот орган будет более системно работать в этом направлении и будет гораздо меньше недовольства у наших жителей. Мы против, конечно, излишнего административного давления, но там, где застройщики или управляющие компании работают неэффективно, там, где позволяют себе быть неточными, конечно, никакого компромисса быть не должно. С 2019 года мы формируем комплексную систему в области обращения с отходами. Это то, что в народе называют мусорной реформой. Мы планируем добиться лучших результатов проведения этой реформы среди других регионов России. В 2020 году мы уже ликвидировали 473 свалки общей площадью 280 гектаров и построили 5 мусоросортировочных комплексов в 4 районах республики. За 2020 год обустроено 2348 контейнерных площадок и установлено 9320 контейнеров. Теперь все населенные пункты республики охвачены услугой по вывозу твердых коммунальных отходов. С апреля 2020 года успешно функционирует автоматизированная система мониторинга вывоза ТКО с контейнерных площадок. Она позволяет контролировать нам весь вывоз мусора на всей территории, и охват контейнерных площадок с фотофиксацией составляет 99%. Мы можем каждый контейнер увидеть, когда к нему приехал автомобиль, погрузил, и когда отъехал, время и график, все у нас находится на контроле. Для реализации всех социальных обязательств, конечно, необходимо обеспечивать рост реального сектора экономики. И несмотря на всю сложность 2020 года, связанную с ограничительными мерами, с общемировой экономической рецессией, падением цен на нефть, ограничением добычи нефти в Российской Федерации, в нашей республике. Как я уже сказал в начале, основные параметры нашей работы, заданные указом 310, были выполнены. В целях принятия оперативных решений были своевременно сформированы проектные органы управления, антикризисный штаб по поддержке и обеспечению устойчивости экономики и ситуационный центр, который работал в постоянном режиме. Было принято 2 пакета мер по повышению устойчивости экономики Республики Башкортостан, в которые вошли налоговые преференции, освобождение от уплаты арендных платежей по государственному имуществу, поддержка по заемному финансированию, прямая финансовая поддержка в виде компенсации части затрат на приобретение оборудования, субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, а также ряд других очень эффективных, важных инструментов.
Все эти меры в той или иной степени коснулись 59 тысяч хозяйствующих субъектов и социально ориентированных некоммерческих организаций, что позволило нам сохранить стабильность нашей экономики. Третий пакет мер, утвержденный уже в феврале 2021 года, предусматривает пролонгацию наиболее востребованных и эффективных инструментов, а также ряд новых важных инструментов поддержки экономики. В Башкортостане предприятия топливно-энергетического комплекса формируют более 40% индекса промышленного производства. Поэтому падение производства в нефтедобыче и нефтепереработке, конечно же, оказало значительное влияние на общий показатель. Тем не менее, мы смогли не допустить обвала экономики, и промышленная сфера демонстрировала устойчивую положительную динамику со значениями выше среднего российского уровня по многим показателям. Среднероссийский показатель индекса промышленного производства составил 97,4%, а у нас составил 98%. По величине индекса мы стали лидером среди нефтедобывающих регионов. Подчеркну, что нефтедобывающие регионы оказались в наиболее сложном положении в прошлом году, потому что кроме пандемии коронавируса еще сказалось снижение объемов добычи и нефтепереработки. Но забегая вперед, уже скажу, что в феврале этого года индекс промышленного производства выровнялся и составляет уже сегодня 100,1%. Из 29 промышленных видов экономической деятельности в 2020 году предприятия 16 видов обеспечили рост объемов производства. Ну, например, металлургическое производство 173%, производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов 132%, производство одежды 127%, производство химических веществ и химических продуктов 121%. Производство лекарственных средств и медицинских материалов 117%. Производство электрооборудования 115%. Ну и можно этот список еще продолжить. Много сил было направлено на дополнительное развитие агропромышленного комплекса. В результате индекс продукции сельского хозяйства составил 103,1%. Объем отгруженных пищевых продуктов составил 117% к уровню 2019 года. Сегодня в республике более 1000 производств, которые производят продукты питания, которые уже являются в этой цепочке от начала до конца предприятиями, продукция которых идет на прилавки, то есть так называемая готовая продукция. То есть здесь мы уходим от предприятий, которые называются поставщиками сырья, и, конечно, получаем максимальную добавленную стоимость. И сумма за прошлый год по такой продукции составила 97 миллиардов. Республика обеспечивает свои потребности по молоку и молочной продукции 125%, по сахару 185%, мясу говядины 136%. В пищевой и перерабатывающей промышленности акцент делается на проекты, нацеленные на производство экспортно-ориентированной продукции. В 2020 году активно реализовались 51 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций 104 миллиарда рублей. Здесь можно привести в качестве примеров проект «Башкирское мороженое» со строительством новой фабрики мороженого с объемом инвестиций 1 миллиард 400 миллионов. Или, например, проект группы компании «Таврос» по созданию современного мясоперерабатывающего предприятия с инвестициями почти в 10 миллиардов. Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств в 2020 году составил 189,6 миллиарда рублей. По объему валовой продукции сельского хозяйства Республика Башкортостан занимает 6-е место в России. На развитие малого бизнеса на селе было направлено 724 миллиона. В соответствии со стратегией, указанной в указе 310, было создано 52 новых кооператива, 170 субъектам МСП была оказана государственная финансовая поддержка. Еще один показатель, по которому мы вошли в десятку, в прошлом году нашими аграриями было приобретено 3607 единиц техники на сумму более 10 миллиардов рублей. Это 6-е место в Российской Федерации, но это исторический максимум в Республике Башкортостан.
Экспорт продукции АПК в Республике Башкортостан в 2020 году составил 177,7 миллиона долларов США. Это на 65 с небольшим миллионов долларов США больше, чем было в 2019 году. Одна из важнейших отраслей экономики – транспорт. Тут у нас также есть заметный рост. По итогам 2020 года грузооборот по автомобильному транспорту показал рост на 16,2%. Мы ввели обновление автобусного парка, были приобретены современные и комфортные автобусы в количестве 245 единиц. Идет работа и в направлении социальной поддержки граждан. За 2020 год было реализовано 261 тысяча единых социальных проездных билетов, по которым пассажиры совершили более 14 миллионов поездок. На содержание, ремонт, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего поля в 2020 году было выделено 26 миллиардов рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. По предварительным данным, в 2020 году построено 34,5 километра дорог, 3 моста, а также отремонтировано 1646 километров дорог и 18 мостов. Выполнен ремонт внутриквартальных дорог общей площадью 300 тысяч квадратных метров. После многолетнего перерыва в январе 2020 года начаты строительно-монтажные работы по проекту строительства нового выезда из города Уфы на автодорогу федерального значения М5 «Урал», или, как мы называем это, восточным выездом. По поручению Ральфа Фаридовича Хабирова нами было проведено несколько раундов переговоров с партнерами по концессии, в результате которых сумма затрат республики была снижена с 73 миллиардов до 43. На 30 миллиардов мы сумели путем наших сложнейших переговоров снизить стоимость этого нужного для нашей республики проекта. Продолжались работы также в прошлом году по строительству нового автодорожного моста через реку Белая в створе Воровского и реконструкция автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка. С опережением графика идет реконструкция развязки на пересечении проспекта Салат Юлаева и Заки-Валиди. Ну, это, в общем-то, не к прошлому году, а просто к наболевшему. Республика выглядит достойно. В национальных туристических рейтингах мы уже находимся в первой десятке. Ну, например, 9 место в национальном туристическом рейтинге, 8 место в рейтинге регионов наиболее привлекательных для туристов, 9 место в топ-10 зимних курортов в России. Кроме того, в 2020 году республика получила гран-при национальной премии в области событийного туризма за проведение Всероссийского инвестиционного Сабантуя из Уралия 2020. 2 туристско-рекреационных кластера «Могучий Иремель» и «Сердце Башкирии» вошли в число финалистов конкурса Агентства стратегических инициатив на выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма. Как мы все помним, геопарк Ингантау в 2019 году был включен в список глобальных геопарков ЮНЕСКО, став первым в СНГ геопарком, получившим международное признание. В прошлом году правительством начата работа по включению уже в глобальную сеть ЮНЕСКО геопарка Таратау. В 2020 году началась работа по установке знаков туристической навигации. На сегодняшний день разработано и уже установлено 877 указателей. Особое значение мы придаем качеству придорожного сервиса. Количество объектов высокого уровня должно быть у нас к 2024 году не менее 2000. Мы планируем 1000 существующих реконструировать, чтобы они соответствовали сегодняшним требованиям, и 1000 объектов построить новых. Для того, чтобы это максимально быстро двигаться, в связи с тем, что Фракариада в этом году и постоянно, в общем-то, туристы не ждут, уже едут и обмениваются потом впечатлениями, мы устанавливаем параллельно мобильные кемпинги, которые позволяют нам максимально быстро создать качественные условия на наших дорогах. Объем внешнеторгового оборота Республики Башкортостан в 2020 году составил 4 миллиарда долларов США, в том числе со странами дальнего зарубежья 3 миллиарда. Экспортную деятельность в республике в 2020 году осуществляли 953 компании. Мы поддерживаем внешнеторговые связи со 122 странами мира. Доля несырьевого, неэнергетического экспорта в общем объеме составила 61,6%.
0,2%. В рейтинге Российского экспортного центра в 2020 году Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан занял второе место среди регионов Российской Федерации, а по информационному сопровождению заняли первое место. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал составил 365,9 миллиарда рублей или 100,9% по отношению к 2019 году. Объем инвестиций в основной капитал по объему инвестиций в основной капитал республика заняла 13 место в стране. Рост обусловлен реализацией крупных инвестиционных проектов в ключевых видах экономической деятельности. В 2020 году было проведено 38 заседаний Инвестиционного комитета Республики Башкортостан в формате инвестиционного часа у главы республики, на которых было рассмотрено 143 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 300 миллиардов и созданием около 28 тысяч рабочих мест. В 2020 году в Башкортостане была создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга». Раиф Арич уже об этом подчеркнул. Функционирует также 5 ТАСЭР, в которых на 31 декабря 2020 года было зарегистрировано 74 резидента с общим планируемым объемом инвестиций более 42 миллиардов рублей и созданием 6,5 тысяч рабочих мест. В 2020 году Башкортостан вошел в первую десятку национального инвестиционного рейтинга ОСИ. Республика заняла 9 место среди регионов страны, поднявшись сразу на 7 пунктов. По результатам 2020 года мы рассчитываем еще улучшить свою позицию. И несмотря на высокую базу, уже теперь на высокое место в этом рейтинге Республики Башкортостан, и даже в условиях пандемии, которая мешала развитию, мы показали рост и, в общем-то, надеемся еще, повторюсь, на укрепление нашей позиции в этом рейтинге. В 2020 году республика улучшила показатели комфортности для бизнеса. За счет этого поднялись на 27 строчек в рейтинге административного давления на бизнес. Теперь мы там занимаем 11 место, что также говорит о повышенной инвестиционной привлекательности нашего региона. По итогам 2020 года количество субъектов МСП в республике составило 122 тысячи единиц, что на 3,5% ниже, к сожалению, да, ниже показателя 2019 года. При этом на уровне Российской Федерации и Приволжского федерального округа снижение составило еще больше. Если у нас 3,5%, то там составило 3,9%, а в Приволжском округе 4,7%. Количество вновь созданных субъектов МСП составило 22,3 тысячи, 22 с небольшим тысячи. По количеству субъектов МСП Республика Башкортостан занимает 12 место среди субъектов России. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составила 403 тысячи человек, что на 0,4% превышает показатель прошлого года. Конечно, хочу отметить, что нас этот показатель не совсем устраивает, поскольку в пересчете на душу населения мы, конечно, получаем уже не те хорошие места и показатели. Поэтому 2021 год для себя определили как сфера, находящаяся под особым контролем правительства Республики Башкортостан. Для оперативного получения объективной информации в республике в 2020 году был создан Центр управления республикой. В отличие от федеральной модели, которая фокусируется исключительно на работе с обращениями граждан, наш ЦУР – это полноценная структура управления республикой, ориентированная на решение не только вопросов граждан, но и вопросов социально-экономического развития, системных проблем, которые требуют комплексного подхода, а значит объективной комплексной информации. Но работа с обращениями граждан не будет отодвинута на второй план. Наоборот, появление ЦУР дает возможность практически любому гражданину напрямую обратиться к руководству республики. А руководству республики в текущем режиме видеть, как решаются проблемы граждан и в каком графике исполняются те или иные проекты. Важнейшей задачей правительства здесь, я считаю, повышение качества управления экономикой республики. Она остро нуждается в дебюрократизации.
Это, в общем-то, проблема, наверное, всегда во всех странах, и Российская Федерация, к сожалению, не избежала этой проблемы. И у нас в Башкортостане бюрократизация пока мешает процессам, поэтому это направление является одним из самых приоритетных. Здесь показателем, наверное, является вот строительство наших инфекционных госпиталей, о которых я вначале сказал. Нам их удалось возвести и запустить в исключительно сжатые сроки, там, вы знаете, первые 55 дней, второй 50, только потому, что была изменен алгоритм принятия решений, радикально. Процедуры, которые обычно занимают месяцы, решались в считанные часы. И этот опыт повышения управленческой эффективности становится одним из главных инструментов развития экономики. И одним из ключевых показателей созданного ЦУРа будет время реакции. При поступлении информации о проблеме первые шаги по ее решению должны будут произойти уже в течение 2 часов. И, в общем-то, сейчас Центр управления республикой пока без отдельного офиса работает, раскиданный по РАИВам, но тем не менее уже и сейчас норматив стоит 2 часа на первые действия, которые решаются по итогам обращения. Уважаемые коллеги, прежде чем завершить свое выступление, небольшой экскурс в историю. Вот мы помним, что в 30-х годах 20 века Башкирия была аграрным регионом, и по прошествии буквально 7 лет гражданской войны за первую пятилетку, которая была с 29 по 32 год, было построено 35 новых заводов, фабрик и электростанций. Заводы Белорецка превратились в крупнейшие предприятия страны по производству высококачественной стали. Был создан Ишимбаевский нефтепромысел, положивший начало нефтяной промышленности Башкортостана. И уже в 1932 году доля промышленности в ВРП составляла 50%. Во второй и третьей пятилетках были построены 70 предприятий. Железная дорога Уфа-Ишимбаево, нефтепровод Ишимбаево-Уфа, Ишимбаевский нефтеперегонный, Уфимский крекинговые заводы, освоено производство авиадвигателей и комбайновых моторов. Было построено большое количество предприятий по переработке сельхозпродукции. То есть это говорит о том, что даже в те годы Башкирия была способна на мощный рывок. И поэтому и для нас стоит такая же задача. Мы не можем ударить в грязь лицом перед нашими дедами, прадедами, отцами и предшественниками. Вот первая пятилетка СССР была завершена за 4 года 3 месяца. То есть те планы, которые наши предшественники ставили, они сумели справиться с ними быстрее, чем за 5 лет. Мы же, проанализировав первый год нашей пятилетки развития, которая была объявлена начиная с 2020 года, мы пришли к выводу, что существующие темпы, которые есть, значит, уже поставлены перед нами, они могут быть увеличены. То, что мы себе запланировали на первую пятилетку развития, мы можем завершить, достичь этих показателей не к концу 2024 года, как планировали, а к концу 2023 года. Но для того, чтобы менять не сроки, да, не плановые сроки, а поменять объемы, для того, чтобы еще больше добиться за указанный период, нами было по поручению главы республики разработаны изменения, поправки к 310 указу. И если в вчерашнем 310 указе главные параметры были, например, валовый региональный продукт к 2024 году это достичь 2 триллиона рублей, а инвестиции в основной капитал 500 миллиардов рублей в год, то мы видим, что мы можем эти показатели превзойти и к концу 2024 года валовый региональный продукт сделать, что он будет составлять уже не 2, а 2,5 триллиона рублей, а инвестиции в основной капитал будут не 500 миллиардов рублей в год, а 650. Ну и также, конечно, в связи с этим изменятся и другие основные показатели в 310 указе и в целом в наших целях. Это и в сфере здравоохранения, образования, демографии, и занятости, и культуры. Ну и, конечно, и коснется изменения в сторону лечения и промышленности, и АПК, и других отраслей экономики. Ну и буквально еще в завершение хотелось бы затронуть коротко еще одну тему. Это подготовка к 450-летию Уфы. Эта подготовка, эта юбилейная дата добавляет к нашему перечню, который мы заранее планировали построить в республике Уфе, еще несколько десятков значимых объектов. Так, например,
таких, например, как бы важных, как Евразийская библиотека, которая должна быть украшением не только даже нашего региона, а по сути здесь на евразийском пространстве быть одним из самых таких культурных символов. Музей современного искусства, крытый легкоатлетический манеж, центр мотоспорта, ну и ряд других объектов, которые сейчас, в общем, находятся в работе, и многие из них должны быть уже к 450-летию Уфы данностью. Мы создаем рабочую группу в правительстве, которая будет формировать концепцию уфимской агломерации, чтобы не только строительство объектов и мероприятий прошло к 450-летию, но и, в общем-то, некие вот с уфимской агломерацией задать тренды для других наших агломераций, с Томатской, где особая экономическая зона, вы знаете, уже бурно развивается, есть возможность эту агломерацию развивать еще большими темпами. Ну и, конечно, зауральская агломерация, которая является для нас тоже очень важным направлением. Ну и все это в итоге заложить как некие фундаменты, основы уже и к последующему развитию Башкортостана и Уфы, которые последуют уже за 450-летием. Особенно важными составляющими нашей работы в этом году, наверное, все-таки назовем 3 направления. Это и контроль, и качество, компетенции. Мы должны полностью контролировать все реализуемые проекты и их результаты. Для этого мы ввели сейчас сетевые календарные графики. Еженедельную работу эту на заседании правительства отслеживаем, как идет исполнение по проектам. Мы должны, конечно, добиваться максимального возможного качества в нашей работе и в каждом направлении. Ну и мы должны развивать управленческие и профессиональные компетенции, которые дают возможность более высокими темпами развивать наш регион. В завершение хочу поблагодарить в первую очередь, конечно, жителей Башкортостана за терпение, за готовность помогать друг другу в непростой ситуации, за способность нам все вместе с жителями добиваться результата. Хочу обратиться к депутатам Госсобрания Курултая Республики Башкортостан с словами благодарности за совместную работу. Здесь мы видим вашу поддержку, ценим вашу инициативность, за участие в наших комиссиях, рабочих группах, за ваши идеи. И спасибо, и надеемся на дальнейшую совместную работу. Ну и, конечно, хотелось, и пользуясь случаем, поблагодарить всех государственных служащих и муниципальных служащих за ту работу, которую они делают. И, вы знаете, порой ее не видно, она вот проходит за пределами красивых трибун и кабинетов, в очень небольших рабочих помещениях. Но часто они работают, поверьте мне, до 12, до часу ночи, ну, например, как вчера. Но это не было ни для кого, в общем, необычным графиком. Очень часто люди уходят с работы в 23 часа, а приходят уже в 7:30. И, конечно, вот тоже, пользуясь сегодняшним случаем, хотел им сказать большое спасибо за эту самоотверженную работу на благо республики, на благо нашей страны. Спасибо всем большое и благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, будут ли вопросы к Андрею Геннадьевичу? Сразу сколько желающих задать вопросы? Коллега Айткулова Эльвира Ринатовна, пожалуйста, ваш вопрос. Андрей Геннадьевич, Юкмет Климаглюмат Осиндур Рахмат, спасибо большое за такое подробное выступление. Андрей Геннадьевич, мы понимаем, об этом сказал и глава республики, о массовой вакцинации, что без этого нам пандемию не остановить. Уже есть информация, что и лидер нашей страны привился. В республике Башкортостан, как у нас идет сегодня вакцинация, хотелось бы уточнить, какой именно вакцины, есть ли у нашего населения возможность выбирать. С удовольствием их использовать в своей работе. Что касается вакцинации, это важнейшая задача, причем она не искусственная, а именно объективная задача сделать на нашей территории максимальную защиту от распространения коронавирусной инфекции для того, чтобы обезопасить наших сограждан и от последствий ковида, и просто, к сожалению, смертность высока. Вы знаете, уже работа эта вовсю идет для того, чтобы не склонять то, что ты сам не знаешь. В общем, я сам прошел вакцинацию еще в числе добровольцев в сентябре месяце прошлого года, что, наверное, позволило оставаться на рабочем посту все это время. И могу сказать, что каких-то серьезных последствий пока не было. Ну, может быть, слава богу. И
Уже сегодня у нас вакцинация идет. Первые вакцины уже более 120 тысяч наших граждан вакцинировались. Второй вакцины около 80 с небольшим тысяч. То есть в итоге вот больше 200 тысяч уже, в общем, как бы двинулось в этом направлении. Но задача почти 2 миллиона нам нужно для того, чтобы получить такой групповой иммунитет. И около 2 миллионов, ну там говорят, что 1 900 000 хватит, ну или вот 2 миллиона. Я думаю, что большую часть этой цифры в этом году мы в состоянии обеспечить. Мы для этого развертываем большое количество мест, где можно будет получить вакцинирование. Это будут не только больницы, но и мобильные передвижные пункты. Поэтому, в общем-то, я все-таки здесь в большей степени призвал всех присутствующих и в зале, и депутатов Государственного собрания, и глав администраций. Нам вместе просто работу это провести с населением для того, чтобы люди и не боялись, и активно, в общем-то, вакцинировались. И тогда точно для нашей республики это будет большая польза. Меньше будут болеть, меньше последствий, ну и меньше умирать. Ну а в целом это, в общем-то, положительно скажется на всем. Вот, поэтому здесь могу вас заверить, что у нас будет нужное количество вакцин, и точно доступ будет на все территории без ограничений. Спасибо. Коллега Старов Вадим Николаевич, фракция КПРФ, пожалуйста, ваш вопрос. Андрей Геннадьевич, очень важно, на мой взгляд, что вы отметили, что в своей работе нам необходимо ориентироваться на положительный опыт развития республики во времена, как будем с этой ситуацией работать. Спасибо. Спасибо, Вадим Николаевич, за вопрос. Он на самом деле один из наболевших, острых. И, наверное, мы в некотором смысле встретили Новый год с этим вопросом. И в этом смысле он для нас является очень важным, его решение является приоритетным. И, значит, глава республики поставил такую задачу. Мы для этого образовали правительственную комиссию, работа которой ведется. Результатом этой работы достигнутая договоренность со всеми ресурсоснабжающими организациями о том, где допущена переплата, где, значит, какая-то неточность, некорректность. Все эти суммы будут возвращены, и сегодня этот процесс идет. Как я сказал в своем выступлении, Государственный комитет по контролю эту работу вел недостаточными темпами. Мы посмотрели, что было только обследовано чуть более 400 домов, а в некотором смысле в зону этой ситуации попали там, по-моему, более 6,5 тысяч домов, и в связи с этим, конечно, темп проверки и контроля должен быть совершенно другой, поэтому и вот будет уже новый руководитель во главе этого комитета заниматься. Но надо отметить, что уже пересчет выплаты идут. К сожалению, малое количество граждан пока обратилось, потому что без обращения это невозможно сделать, все-таки надо написать заявление, и в общем, будет пересчет сделан. Могу сказать, что эта цифра сегодня пока достаточно низкая по пересчету, хотя мы знаем уровень возможного пересчета и недовольства, он примерно за около 150 миллионов. А цифра очень низкая, которая сегодня выполнена. Но я повторюсь, все граждане, которые обратились, была проверка, получают пересчет, но просто малое почему-то количество инициативных людей, которые бы хотели пересчитать, прийти, написать заявление. Пока это только сдерживает. Но мы на контроле это держим. В любом случае, это проблема для нас не только с точки зрения решения создавшей проблемы, для нас это решение системной проблемы, чтобы из года в год она не повторялась. Для этого, конечно, контроль жесткий за управляющими компаниями, за теплоснабжающими организациями, для того, чтобы приборы все работали и были там, потому что сегодня, в общем-то, сам тариф на федеральном уровне устанавливается, но сама оплата потом либо по прибору, либо из расчетных величин. Да, и тут, понятно, начинается дискуссия. И в связи с этим, чтобы оборудование, приборы были в порядке, а для этого есть управляющие компании, которые, если не справляются, надо отзывать у них лицензии, и должны более эффективные компании работать.
Ну, и это касается, в общем-то, работы и с теплоснабжающими организациями. В общем, это большая работа, системная работа, которую мы, конечно, ведем, и для себя это вот взяли на такое, ну, как бы особое внимание и проработку, для того, чтобы в будущем никогда уже на подобные грабли не наступать. Спасибо. Спасибо. Депутат Рахматуллин Салават Ибрагимович, пожалуйста, задайте вопрос. Добрый день, Андрей Геннадьевич. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вот очевидно, что является на сегодняшний день приоритетным, это вопросы систем здравоохранения. И для населения, и для медицинских работников один из ключевых и достаточно болезненных моментов является вопрос модернизации первичного звена. Ну, мы живем в непростое время. Вот насколько совокупность негативных факторов может повлиять на процессы модернизации, развития систем здравоохранения, первичного звена? Какие, Андрей Геннадьевич, планы, что ждать в краткосрочной и среднесрочной перспективе? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Хотел сказать о том, что, конечно, модернизация первичного звена начата, мы уже эту работу вовсю ведем. Значит, ожидается установка вот еще 66 модульных ФАПов. Вот мы в 42 поликлиниках планируем провести ремонт, значит, закупаем оборудование. У нас большой перечень оборудования, которое мы планируем приобрести в этом году. И, в общем-то, и дорогостоящие есть, и, значит, и маммографы, и флюорографы, и там 17 флюорографов, 4 маммографа. В общем, большой объем работы на этот год, и эта работа уже в полной мере начата. Я думаю, что значит, это касается практически всех сфер, связанных с первичным звеном медицины, начиная от автомобилей, которые мы уже 25 приобрели, еще 77 в этом году приобретаем, и кончая всем оборудованием, ремонтом и ФАПами, и ряд еще, ну, соответственно, новых объектов здравоохранения в этом году начинаем. Это и детская онкологическая клиника, это строительство в Баймаке, значит, детские поликлиники. Ну, в общем, это большой перечень наших объектов и мер, которые мы принимаем, и уверены, что здесь никакого сбоя не будет. Наши граждане будут видеть и чувствовать на себе, какими темпами идет модернизация здравоохранения в целом и, в частности, первичного звена. Спасибо. Коллега Гильмияров Тимур Римович, пожалуйста, вопрос задайте. Андрей Геннадьевич, добрый день. Большое спасибо за доклад. Я второй раз уже присутствую, смотрю на раздатку, которую нам раздали. Но это на самом деле очень важно. Это очень важный материал. Это большое внимание к деталям и, соответственно, что проявляется в работе самого правительства. У меня вот буквально два коротеньких вопроса, а второй вопрос, точнее, вопрос предложения. Первый вопрос вы уже в своем докладе озвучивали, что у нас идет система развития придорожного сервиса. Ну, это связано с развитием туристического потенциала, проведением там культурных, массовых мероприятий, да. И вот чуть-чуть поглубже хотелось бы узнать, вот что на сегодняшний день уже сделано, что мы можем уже своими глазами увидеть и что планируется. И второй вопрос, который я хотел задать, я вот его долго не мог доформулировать, но вы сегодня вот сказали про дебюрократизацию. Вот у меня вопрос, он такого плана, он касается обучения, в первую очередь кадрового обучения. Я знаю, что на сегодняшний день вот правительство республики, руководство администрации главы очень много уделяет вопросам обучения современным тенденциям управления, развития территории, развития там отрасли. Для руководителей, ведомств, глав администрации это правильно, это важно. Я вот хотел бы узнать ваше мнение, ваше видение о таком виде обучения, допустим, создании межведомственного какого-нибудь обучающего совета по специальному правовому обучению, где будут рассматриваться именно существующие кейсы, практические кейсы, да, работы в правовом поле, потому что многие руководители на сегодняшний момент, которые могут привнести что-то в экономику республики, которые могут прийти на государственную работу, они приходят, ну, из бизнеса, у них совершенно другой тип мышления. Перед ними ставятся глобальные, колоссальные задачи. И вот этот вот формат обучения, который я пока еще не нашел ни в одном регионе у нас в России, он бы помог сформировать им такие необходимые компетенции, которые, во-первых, помогли бы с них снять страх ошибки, во-вторых, сделать правильные акценты и расставить приоритеты в работе.
Вот командообразование и развитие в плане отрасли, это да, важно, но вот эта вот вещь, она тоже является не менее важной, потому что сейчас мы наблюдаем тенденцию, чем активнее работает руководитель там, в муниципалитетах, тем больше к нему внимания со стороны правоохранительной системы, интерес. И вот как вы вообще считаете, это актуально, это будет прорабатываться? Вот, спасибо большое. Спасибо, Тимур Римович, за вопрос. Мы по придорожному сервису у нас это в таком оперативном режиме, в общем, под моим контролем находится работа. Мы по понедельникам в 8 часов 2 раза в месяц проводим совещание на эту тему для того, чтобы все главы администрации и члены правительства, которые вовлечены в этот процесс, могли, в общем, отчитаться об итогах и скоординировать свою работу. Результаты уже, конечно, определенные есть. Ну, некоторое время потребовалось для того, чтобы посмотреть, какие инвесторы, предложить им определенные условия, которые их стимулируют для развития строительства объектов именно как придорожного сервиса, плюс подобрать земельные участки. Вот. И сегодня уже работа полным ходом идет, как я уже сказал, 2000 объектов, уже более 1000 объектов существующих, по ним идет модернизация. Мы эту работу разработали определенные стандарты, и эту работу ведем со всеми участниками придорожного сервиса, в том числе и с такими крупными, как Башнефть, у которых есть сеть АЗС. И, в общем-то, даже вот эти АЗС сегодня не соответствовали стандартам сегодняшнего дня, там, чтобы теплые туалеты для проезжающих людей, а не только для персонала этих АЗС и так далее. Вот это достигли договоренности, работа пошла. Создали земельный банк из 500 участков, которые так или иначе, значит, потом прорабатываются с инвестором. Ну и, повторюсь, еще и решили устанавливать модульные кемпинги для того, чтобы это делать быстро. Одна из самых сложных проблем в развитии придорожного сервиса – это, конечно, подготовленность участков и инфраструктуры. Ну, потому что для того, чтобы сделать придорожный объект, в любом случае, как минимум нужна энергетика, а как максимум еще и другие, значит, коммуникации. Так вот, ну просто в поле поставить это сложно, да, это, в общем-то, требуется определенная работа. Значит, мобильные кемпинги дают нам возможность, кроме энергетики, практически все сделать мобильно. И сделав это почти все на заводе, на нашем заводе, в данном случае с Нефтекамском мы договорились, значит, о том, что они будут строить 4 видов мобильные, ну, от самых маленьких до больших кемпингов, и, в общем, большие на месте собирать, а небольшие уже готовыми привозить, только остается подключить к электричеству. Вот. Повторюсь, мы это делаем для того, чтобы максимально быстро создать комфортные условия на наших дорогах. Что касается второго вашего предложения, то, ну, согласен, хорошая идея, в любом случае такое вот межвузовское, да, правильно я вас понял, межведомственное, да, ну, то есть когда есть на стыке нескольких направлений деятельности и образования идет работа, это, конечно, правильно. Вот мы, например, в своей работе часто создаем либо комиссии, либо рабочие группы, как раз чтобы несколько компетенций туда собрать и использовать уже их для объективного результата, объективной информации, и в итоге потом взвешенных объективных решений. Вот. Это, с этим согласен, если идею готовы обсуждать, если это как бы считаете, что идея созрела для того, чтобы ее уже начать реализовывать. При этом хочу еще раз отметить, что научно-образовательный центр, который сегодня формируется, он формируется как учебное заведение мирового уровня, и там, конечно, укрепление идет для того, чтобы было больше компетенций, его больше видели на международном уровне, чтобы был рейтинг выше, соответственно, престиж образования там выше, возможности после получения такого образования были больше, вот, и для того, чтобы, и, в общем-то, наши зарубежные студенты тоже, в общем-то, видели, что такие вузы, такой вуз у нас есть, и качество его образования и престиж соответствует международному уровню. Ну, это все-таки, вот не буду хлеб Александра Геннадьевича Сидякина отнимать, это все-таки его как бы направление, проект, который он курирует, поэтому он в деталях знает. Я просто одну цифру, которая меня тоже поразила и уверен, что и вас поразит.
когда мы говорим, что к нам приезжают иностранные студенты учиться, а у нас они на самом деле есть. Но размер иностранных студентов в мире и размер количества студентов, которые приезжают в Российскую Федерацию, это не соответствует по масштабам. Ну, например, из Китая выезжает на учебу каждый год 9 миллионов студентов, 9 миллионов молодых людей, чтобы стать студентами вузов где-то в мире. И из этих 9 миллионов приезжают к нам не половина, не 10%, а всего 20 тысяч в Россию. 20 тысяч из 9 миллионов, представляете? То есть даже для китайцев по какой-то причине престижность российского образования не является настолько высокой, чтобы, например, каждый хотя бы 10-й выбрал Российскую Федерацию. Представляете, что по сути выбирает там 1/100, да, или один там из 80 китайцев, которые выезжают за рубеж. Вот мы считаем, что в состоянии преодолеть этот барьер и сделать вуз вот такого уникального уровня. Это, конечно, компетенция, это, конечно, в общем, уровень этого образования. Все там должно быть на самом высоком уровне. Президент Российской Федерации, вот Раиф Фаридович обсуждал с ним этот проект, поддержал нас, считает, что да, у Башкортостана есть потенциал для создания именно такого уровня, такого мирового уровня высшего учебного заведения. Для этого мы ведем сейчас очень большую работу, чтобы его построить, и студенческий кампус, и вообще это студенческий городок. Вот сейчас на финальной стадии находится место, где будет он построен. И уже в ближайшие годы мы увидим результат этих преобразований. Уверен, что наши последователи точно будут гордиться нашими общими решениями в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Коллега Ахунов Рустам Ринатович, пожалуйста, ваш вопрос. Андрей Геннадьевич, благодарю вас за доклад, отчет правительства. Вы знаете, действительно справедливо сказано, что мы столкнулись с непростым пандемическим годом, и в этот год к числу, наверное, наиболее масштабных проектов следует отнести создание особой экономической зоны АЛГА. Это транспортный проект по восточному выезду и действительно создание Евразийского научно-образовательного центра. Но в то же время и справедливо и то, что вот парадоксом этого кризиса явилось то, что к числу наиболее пострадавших регионов отнесли как раз крупные промышленные регионы. Действительно, 2020 год – это и падение экономики, и рост безработицы, и ухудшение демографии организации, и реальные доходы населения упали. В этой связи, на мой взгляд, было логично ваше действие по принятию пакета мер поддержки экономики. Мы в Курултае, наверное, наиболее остро и часто встречающиеся вопросы, над которыми дискутируем, это вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства. И здесь мы всегда ограничиваемся между нашим желанием помочь в этой ситуации субъектам малого предпринимательства, ограничиваемся возможностями бюджета. В этой связи у меня вопрос относительно того, какие дополнительные меры поддержки в 2021 году следует ожидать правительству, принятия правительством. Вы в своем выступлении, Андрей Геннадьевич, сказали, что будут новые меры поддержки, действительно очень актуально. И в этой связи вместе с депутатским корпусом, если мы найдем механизмы дальнейшей поддержки, предотвратим дальнейшее ухудшение демографии организаций, я думаю, что это будет большой вклад в дальнейшее поступательное развитие. Спасибо. Спасибо, Рустам Ринатович, за вопрос. Как я сказал в своем выступлении, это направление по развитию МСП для нас является ключевым, но оно всегда являлось ключевым. Я здесь, наверное, не буду оригинален, но я подчеркнул, что в этом году для правительства это будет самое приоритетное направление, потому что те темпы, которые у нас есть, хотя и выше среднероссийских, но недостаточно для того, чтобы Башкортостан почувствовал отдачу и изменения за счет малого и среднего бизнеса. Вот, поэтому здесь это точно все, сразу забегая вперед, скажу, все идеи и предложения готовы рассматривать и вместе работать. Мы на самом деле во всех 3 пакетах мер господдержки, те 2, которые были оперативно приняты в прошлом году, и тот 3, который уже в начале этого года, все эти пакеты предусматривали в первую очередь, конечно же, поддержку МСП. И опять же подчеркну, что 52 тысячи субъектов так или иначе воспользовались мерами поддержки в этот сложный период.
Вообще 95 мер господдержки было в пакетах мер, и, как я уже сказал, агентство стратегических инициатив признали наши меры поддержки лучшие в стране. Но главное даже, может быть, не в это, да, как говорит глава республики, главное счетное табло, да. Есть меры поддержки, нет, а счетное табло пока вот не настолько эффектный, насколько хотелось бы, поэтому здесь предстоит работать, но мы в бюджете еще отдельно от пакетов мер господдержки предусматриваем традиционно некоторые направления и финансирования. Это традиционные такие направления, как микрозаймы, лизинг, гарантии. В общем, все эти меры у нас сохранены, на это мы еще дополнительно 134 миллиона рублей в бюджете 2021 года имеем. При всей сложности бюджета вот еще дополнительно 134 миллиона будут направлены на поддержку МСП вот в этих вот направлениях, которые как раз традиционно зарекомендовали себя как эффективные меры поддержки развития малого и среднего бизнеса. Спасибо. Спасибо. Коллега Матрёнин Антон Сергеевич, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо за объемный доклад. В прошлом году правительством Республики Башкортостан была оказана существенная финансовая помощь муниципалитетам, в частности, строительству и ремонту дорог, уличных дорожных сетей. Хотя, строго говоря, это полномочия муниципалитетов. Будет ли в этом году продолжена эта работа и в каком объеме? Да, конечно, мы предусматриваем и поддержку муниципалитетов, трансфера муниципалитетам для этой деятельности. И вообще эту работу по благоустройству наших территорий, как общественных, так и межквартальных, в этой связи в общем, запланировано и финансирование, меры поддержки, повторюсь, и через муниципалитеты, и через жилищно-коммунальное хозяйство Республики Башкортостан. Спасибо. Коллега Бачурин, Афалис Аликянович, пожалуйста, ваш вопрос. Андрей Геннадьевич, добрый день. У меня вопрос, волнующий жителей города Уфы. В 2019 году в Совете Федерации состоялись Дни Республики Башкортостан, по результатам которого было принято постановление Верхней Палаты Парламента России, в котором в том числе содержалась рекомендация по выделению финансовых средств на реконструкцию промышленной площадки бывшего Фахимпром, то есть на ликвидацию шламонакопителей. Данный вопрос у нас неоднократно обсуждался на площадке нашего госсобрания, на заседаниях комитета, на рабочих совещаниях, рабочих групп, но, к сожалению, конкретного движения мы пока в этом результатов не видим. Вот поэтому, Андрей Геннадьевич, вопрос. Скажите, пожалуйста, были ли выделены финансовые средства и в каком этапе находится решение проблемы с данным объектом? Спасибо. Спасибо, Альфарис Александрович. Вопрос, на самом деле, такой запущенный, можно сказать. На самом деле, большая проблема для Уфы, большая территория, 148 гектар находится под шлаконакоплениями, и таким образом не введена в нормальный деловой оборот и, в общем, является такой экологическими проблемами для наших жителей. Для того, чтобы реализовать программу по решению этой проблемы, необходимо сделать проект, который, наверное, обойдется примерно в 100 миллионов рублей. И над этим мы сейчас работаем. Региональный проект «Чистая страна» у нас есть в рамках этого проекта, работа ведется. Мы провели ряд переговоров с нашими федеральными коллегами, и есть основания утверждать, что уже в ближайшее время, но, возможно, в этом году будет выделена первая крупная сумма для решения этой проблемы. Спасибо. Коллега Рябов Вячеслав Владимирович, фракция ЛДПР, пожалуйста, ваш вопрос. Андрей Геннадьевич, у меня тоже вопрос, который беспокоит жителей города Уфы. Я вынужден его задать, потому что городской округ не занимается этой проблемой на протяжении 10-15 лет. И, наверное, пора брать этот контроль правительства Республики Башкортостан.
Я имею в виду это выделение жилых помещений для работников жилищно-коммунальной сферы, ну, таких как дворники, слесаря, трактористы и так далее. Вот на примере Орджоникидзевского района управляющей компании, да, по 10, по 15 лет живут в подвальных помещениях. Да? Ну и сегодня руководство управляющей компании задает такую, нет, чтобы им помочь, она задает такую риторику о том, что она их, ну не то что предоставляет, она их выселяет из тех помещений, которые в принципе-то не приспособлены. И вот, ну, хотелось бы, чтобы, наверное, на уровне правительства мы задумались о том, что необходимо создавать уже условия жилищные, учитывая, что, вот приведу пару цифр, что для Уфы требуется 2504 дворника, а фактически работают 793. Таким образом, комплектованность составляет всего 31%. И ну, мы с вами прекрасно видим, мы живем в городе Уфе, как, насколько сегодня у нас собирается город и так далее. Поэтому вот хотелось бы заручиться вашей поддержкой, поддержкой правительства. Кстати, и наша фракция ЛДПР внесла проект закона, который, ну, как один из инструментов решит эту проблему, это выделять земельные участки без торгов для строительства вот таких социальных объектов, в последующем для передачи их вот по договору социального найма или коммерческого найма вот таким работникам. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Владимирович. Мы эту проблему знаем, она на самом деле такая мешает нам для того, чтобы работали эти люди, которые важную социальную функцию выполняют. И да, и есть, по-моему, там 50 человек, да, проживают в таких помещениях с семьями, это, соответственно, еще больше людей в таких некомфортных помещениях живут. И, значит, в свое время там по предписанию прокуратуры мы поправили значит, тот список, который есть для предоставления муниципальным государственным служащим жилья, оттуда убрали эту категорию людей по предписанию прокуратуры, поэтому сейчас законных оснований нет, поэтому для нас это решение, которое требует найти решение, мы проблему это понимаем, считаем это важным решением, необходимым уже в этом году выйти на какой-то результат, поэтому для себя берем его в работу, ну или вернее, находится у нас уже это в работе. И поэтому считаем, что это правильно обратили внимание, будем с этим работать и точно проблему эту решим. Спасибо. Коллега Зарипов Юрий Кайратович, пожалуйста, ваш вопрос. Уважаемый Андрей Геннадьевич, спасибо за доклад. У меня вопрос по поводу горячего питания в школьных образовательных учреждениях. Сам неоднократно выезжаю в школы, смотрю за ситуацией, вижу, что много нарушений со стороны несоблюдения технологий, также холодная еда, несвежие продукты. И, Андрей Геннадьевич, хотел бы задать вопрос со стороны правительства, какие будут меры предложены, как Радик Фарич сказал, чтобы наше питание в школах было самым лучшим в Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, Юрий Кайратович, за вопрос. Мы тоже это находится вот в нашем таком оперативном режиме работы. 2 раза в месяц по 8 утра на ВКС мы возвращаемся к этой теме и работаем над тем, чтобы быстро и качественно изменить питание в школах. Сегодня это очень большой объем наших школьников, которые получают питание, практически около 500 тысяч. И в этой связи, значит, мы разработали уже ряд мер и стандарты для того, чтобы как блюда должны готовиться. Сейчас добавляем еще в образование, значит, как бы разъяснительную работу для того, чтобы и родители, и дети знали, что полезно, что нет. Конечно, дети все-таки едят то, что вкусно, не обращают внимания, насколько это полезно, но надо сказать, что все-таки мы должны и ту, и другую, да, ситуацию соблюдать. Это, конечно, должно быть вкусно, бесспорно, должно быть качественным. Контролем будет, в общем, видна. Мы сами в поездках, и я, когда выезжаем за пределы Уфы, обедаем в школах для того, чтобы понять, насколько уровень приготовления, вкус и качество еды соответствует ожидаемому. Но это, конечно, не главный контроль, главный все-таки системная работа, которую мы сейчас выстраиваем и со школами, и с соусорсерами. Сейчас готовим офсетный контракт для приобретения пароконвектоматов, которые самую вот эту качественную еду на пару дают возможность приготовить. И, значит, в нескольких, там, наверное, сотнях школ у нас уже это есть, но не везде. Я посмотрел, решили добавить, где-то их объем маленький надо добавлять. Эту работу уже, в общем, мы начали, и в прошлом году ее провели, и, в общем, уже есть определенный результат.
В этом году, повторюсь, сейчас у нас будет заключен офсетный контракт, который позволит нам еще существенно для всей республики приобрести параквинектоматы. Ну и вот так во всех этих направлениях работа выстроена. Значит, Министерство торговли и услуг находится на острие этого вопроса, как ответственный РАИФ. И, в общем-то, сейчас и информация, и сайт, и, в общем, все делается для того, чтобы эта проблема была решена. И, как вы правильно подметили, как глава республики настаивает, это должно быть, наша республика должна быть территорией, где качественное школьное питание является как бы нормой жизни, без всяких отклонений. Так и будет. Спасибо. Коллега Ахмадинуров Рустем Маратович, пожалуйста, ваш вопрос. Андрей Геннадьевич, пандемия, конечно, внесла существенные коррективы в нашу жизнь. Наши депутаты тоже приняли участие в посильное, порядка 5,5 миллионов собрали только вот депутаты фракции «Единая Россия» на борьбу с пандемией. Какие средства были направлены на борьбу с пандемией в целом по республике? Это первый вопрос. И второе. Вы являетесь членом Совета директоров Башнефти наряду с Рустемом Закиевичем Хамитовым. У нас в прошлом году основная та доля, которую снижение взяла Россия по снижению добычи нефти в рамках ОПЕК+, взяла на себя Башнефть. Это существенно сказалось на наших доходах. Вот в связи с этим, как вы прокомментируете, будет ли в этом году и дальше ситуация выправляться? Спасибо. Спасибо, Рустем Маратович, за вопрос. Здесь хотелось отметить, что, ну, знаете, как бы не было возможности выбирать, увеличивать расходы или нет. Просто пришлось решать проблему, которая возникла, и слава богу, что наши возможности позволяли это делать больше, чем, наверное, в многих других регионах Российской Федерации. В общей сложности на COVID-19 нами было за год направлена сумма 21 миллиард с небольшим, ну там где-то 21 миллиард 130 миллионов, приблизительно такая цифра. Почти 8 миллиардов из них это федеральная помощь, и 13 миллиардов это средства республиканского бюджета. Здесь это средства направлены на СИЗы, на закупку ЭВЛ, на закупку оборудования, на, значит, строительство инфекционных госпиталей. То есть это вот все, что связано, и то, что не было заранее запланировано с точки зрения приобретения и модернизации здравоохранения. Все вот, в общем, суммировалось вот в этой большой цифре. Таким образом, наши расходы были увеличены, как я уже сказал, на 16,9% в прошлом году. Это существенная нагрузка, которую мы понесли. Но, тем не менее, мы, в общем-то, решили многие проблемы. Наверное, вы сами можете подтвердить, что Республика Башкортостан перенесла этот период, сложный период, с меньшими потерями, чем многие другие и страны, и субъекты. И во многом благодаря вот эффективной работе врачей, эффективным своевременным приобретением оборудования, перепрофилирования других больниц, ну и, соответственно, вот строительство новых инфекционных госпиталей, которые работали как конвейеры, где все заточено под решение этой проблемы. Персонал высококвалифицированный, оборудование новейшее, значит, помещение максимально приспособлено для лечения именно таких больных. И, в общем-то, наверное, это как бы одно из таких эффективных решений в тот период. Что касается ситуации с экономическим состоянием Башнефти в 2020 году, то надо сказать, что да, из-за ограничений, связанных с соглашением ОПЕК+, было существенно уменьшена добыча нефти Башнефтью и, соответственно, нефтепереработка. И это сказалось и на последующих переделах и производствах. И так как для нас это основной налогоплательщик по налогу на прибыль, который придет к нам в республиканский бюджет, мы практически эту сумму лишились в прошлом году. И при том, что мы почти на 17% увеличили расходы, и мы почти на 18% уменьшили свои доходы.
И таким образом, в первую очередь, там был как раз налог на прибыль. И, конечно, большая часть за счет того, что у Башнефти не было прибыли. В этом году ситуация стала меняться к лучшему, потому что Башнефть сейчас, соглашение с ОПЕК+, дает возможность российским нефтяникам увеличивать добычу. И если до ограничительные меры добывали 50 тысяч тонн в сутки, то теперь вот с позавчерашнего дня дана команда уже выйти на 40 тысяч в сутки. То есть это вот приближается уже до ограничительным мерам. Надеемся, что уже в этом году, а может быть вот уже во втором квартале выйдем на Башнефть выйдет на прежний уровень добычи и переработки, и таким образом восстановится наша доходная. Коллега Нилов Алексей Викторович, фракция «Справедливая Россия». Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Спасибо за подробный доклад. Вопрос задаю как инвалид и касается. С 1 июля 2021 года вступает в действие федеральный закон о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле Российской Федерации, согласно которому в число критериев риска нарушения обязательных требований включает определение степени добросовестности путем реализации контролируемым лицом мероприятий по снижению риска, причинению ущерба и предотвращению ущерба охраняемым законным ценностям, и также добровольной сертификации, подтверждающей повышенный необходимый уровень безопасности охраняемых законом ценностей. Вот 3 месяца осталось до вступления в силу этого закона. Как правоприменители уже интересуются, как этот закон будет в нашей республике реализовываться. Спасибо большое. Женя, спасибо за вопрос, он так сложно прозвучал. Ленар Хейгенов, слышали, да, вопрос? Может быть, откомментируете его? Андрей Геннадьевич, да, действительно, депутатским корпусом и правительством Республики Башкортостан, наверное, очень в ряде вопросов очень эффективных. Приведу пример на примере своего избирательного округа. Это объект застройщик «Самострой». Это 2 недостроенные большие 12-этажки. С 2018 по 2019 год вместе с Министерством строительства мы по крупицам собирали пакет документов, отправили их в Дом.РФ. И вот завершилась наша работа совместная победой. В феврале месяце фондом было принято решение и выделено финансирование на эти объекты. Я хочу передать, что вызвало, кстати, бурю страстей в WhatsApp, в группе этих обманутых дольщиков, и они попросили передать большое спасибо, Раид Фарич, вам, Андрей Геннадьевич, и Министерству строительства вот за ту динамику решения таких сложных проблем, завершения строительства. Мы надеемся, что к концу года этот объект будет завершен. И, естественно, мой вопрос, он связан с проблемой обманутых дольщиков. Вы остановились в своем отчете, показали нам всю масштабность и глубину. Но все-таки хочется от вас услышать динамику вот тех решений, которые будут правительством приняты в плоскости 2021 года. Какие объекты, какое количество и, самое главное, для нас все-таки результат, чтобы люди к концу года справили очередные новоселья. Спасибо. Спасибо, Елена Александровна. Да, хотелось отметить, что мы смогли в прошлом году, если так можно выразиться, переломить ситуацию, и теперь фонд федеральный по обманутым дольщикам, в общем-то, смотрит на Башкортостан как на партнеров и считает для себя тоже приоритетной задачей помощи нам в решении этой проблемы. Во многом это связано, наверное, с настойчивостью наших коллег, которые кропотливо работали с Министерством строительства и архитектуры, которые работали над этим вопросом, готовили документы соответствующие, наши переговоры, которые Раид Фарич провел с руководством. Мы выезжали, встречались с Константином Петровичем Тимофеевым, они недавно визит к нам осуществили, и, в общем-то,
согласились они с тем, что мы в состоянии решать эту проблему в тех сроках, как они это видят. Значит, как я уже говорил, в прошлом году многое сумели сделать, и денежные выплаты более миллиарда значит, получили наши обманутые дольщики, и квартир более 1000, то есть в общей сложности около 2000 обманутых дольщиков в сумме в прошлом году решили свои проблемы. Но, тем не менее, объем еще остается. Как я уже сказал, до конца 2023 года мы видим, что мы в состоянии ее завершить окончательно. В этом году есть ряд, в целом 128 домов, и ряд из них, как я уже говорил, 70/30, да, 70 федералы нам помогают, 30 мы собственными усилиями решаем проблему, где-то застройщиков привлекаем, где-то другими механизмами. И в данном случае, во-первых, сейчас значит, в этом году есть несколько домов, которые мы уже начали строительство. Мы, кстати, вот были как раз на них с визитом с нашими коллегами федеральными и посмотрели темп работ, который там начаты, и договорились, что в конце этого года несколько домов, Раиф Рамазанович, 4, да? Сколько там домов мы завершаем? Не вижу Раифа Рамазановича. Да, ну, в общем, в этом году запланировано на том объекте точно 4 дома до конца года сдать их в эксплуатацию и таким образом решить еще ряд проблем. Часть финансовой компенсации будет опять направлена тем нашим гражданам, которые готовы таким образом решить свою проблему. Ну и вот, в общем, в этом году, 22-й, ну, в течение 3 лет проблему эту 3 этапами завершим окончательно. Спасибо. Коллега Асадуллин Раиль Мирваевич, пожалуйста, ваш вопрос. В онлайн-режиме, и мы почувствовали, что, значит, это направление требует большего темпа решения. Вообще сейчас это для нас в целом называется цифровая трансформация. Это касается всей нашей жизни. Ну и, конечно, в первую очередь образования, потому что это и доступность образования, это и, значит, качество образования. И, во-первых, мы договорились с теми компаниями, которые занимаются, значит, сетями, интернетом, что, в общем-то, в те населенные пункты, где не было широкополосного качественного интернета, что, в общем, в этом году мы эту проблему снимем, и будет практически во всех населенных пунктах, даже небольших, в общем, качественный интернет, что даст возможность, в общем, спокойно учиться всем школьникам. Во-вторых, мы в наших школах делаем, значит, во всех школах места, которые позволяют, в общем-то, не только пользоваться интернетом, а, в общем, места, где может быть, ну, такая, в общем, возможность для работы с компьютерами и, в общем, в целом, да, пользоваться всеми результатами цифровизации. Вот такая работа нами сейчас ведется. В этом году мы планируем большой объем решить в большинстве школ, которые, ну, в общем, в этом году большинство школ получат вот решение этой проблемы окончательно. Спасибо. Депутат Зайнуллин Ренат Флюрович, фракция ЛДПР, пожалуйста, ваш вопрос. Игорь Геннадьевич, добрый день. Сегодня уже 3 раза поднимались вопросы, связанные с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. И несмотря на то, что на территории республики активно реализуются программы ремонта подъездов, благоустройства территорий, жилищно-коммунальное хозяйство по-прежнему является источником социальной напряженности. Вопросов у граждан, у избирателей очень-очень много. Хотелось бы услышать, какие меры планируются правительством Республики Башкортостан, направленные на развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и решение текущих проблем в этом текущем году. Спасибо. Здесь необходимо отметить, что это постоянная наша работа. Я в своем докладе отметил о том, что мы, в общем-то, благоустраиваем и дворовые территории, и общественные пространства. И за 19-20 годы обустроили 780 дворовых территорий, это около 4 миллионов квадратных метров. Общая сумма составила 3,5 миллиарда рублей.
И в течение 3 лет, по сути, 920 дворовых территорий получат, скажем, благоустройство. Всего это будет сумма 4,2 миллиарда рублей и 4,5 миллиона квадратных метров. Значит, по капитальному ремонту в 2020 году более 2000 подъездов отремонтировано, я это уже тоже сказал, почти 700 многоквартирных домов, в общем, был сделан ремонт. По сути, 87 тысяч граждан получили улучшение в связи с этими мерами. Также в этом году, естественно, эту работу продолжим. 300 подъездов планируем отремонтировать в 112 многоквартирных домах на сумму 200 миллионов рублей. Это, по сути, улучшит условия для 18 тысяч наших граждан. В рамках проекта формирования комфортной городской среды 300 территорий получили уже благоустройство, 4 миллиарда. А в общем 400 общественных территорий в течение 3 лет получат благоустройство. Эта сумма составит 6,5 миллиардов рублей. В последующем планируем 136 общественных территорий ежегодно благоустраивать. Спасибо. Коллега Нагорный Владимир Александрович, фракция «Справедливая Россия». Пожалуйста, ваш вопрос. Уважаемый Андрей Геннадьевич, спасибо за доклад. Я хотел задать вопрос, который не был отражен в вашем выступлении. Это проблема расселения наших граждан из аварийного и ветхого жилья. Принята правительством программа на 19-25 годы, которая предусматривается за 6 лет расселить 40 тысяч квадратов. Это темп 6-7 тысяч в год. Я считаю, что темпы очень низкие. И это касается жилья, признанного аварийным до 2017 года. А с 2017 по 2020 год таким жильем признано еще 107 тысяч квадратов. Хотел бы понять, каковы перспективы, временные перспективы у наших граждан выехать все-таки из аварийного жилья. Спасибо. Владимир Александрович, спасибо за вопрос. В данном случае надо отметить, что эта работа ведется планово. Мы до 1 января 2017 года тот объем, который у нас был аварийного жилья, осталось там порядка 39 тысяч квадратных метров. Мы планируем, сумма где-то чуть более миллиарда нужна для того, чтобы окончательно решить эту проблему. И мы с фондом содействия, как он называется, реформирование, да, Константина Георгиевича Цицина, мы буквально на днях еще обсуждали, договорились, что они нам эту сумму в миллиард в этом году выделят для того, чтобы мы окончательно могли завершить эту проблему, то, что до 2017 года. И как мы ее закончим, так, соответственно, приступим уже решать последующее аварийное жилье, которое за эти даты выходит. Надо сказать, что в связи с новым законом о комплексном развитии территории теперь есть возможность привлечения этой проблемы у застройщиков. Такой возможности раньше не было, поэтому мы уверены, что теперь у нас в общем, такие партнеры появляются в решении этой проблемы, и мы будем ее решать более высокими темпами. Поэтому закрываем одну проблему в этом году и приступаем уже в последующие годы решать, в том числе с помощью наших застройщиков. Кроме этого, в этом году мы там 2 дома выделялось на аварийные дома, это на Уфимском шоссе, там у нас есть один аварийный дом, и Маршала, Жукова, и в Иглино еще один дом. Эти 3 дома, которые в этом году мы тоже аварийные расселяем. Поэтому надеюсь, что, Владимир Александрович, мы тоже здесь будем чувствовать результаты, и наши граждане оценят это в ближайшее время. Спасибо. Спасибо. Коллега Галин Ильгам Илюсович, пожалуйста, фракция КПРФ, ваш вопрос. Андрей Геннадьевич, конечно, отчет правительства социально направленный, оптимистичный, но акцентируйте, пожалуйста, какие мероприятия реализуются в республике для повышения уровня переработки твердых коммунальных отходов. Значит, здесь надо сказать, что для нас, я тоже это затронул в своем выступлении,
что для нас это одно из важнейших направлений, потому что мусорная реформа – это важнейшая задача для нашей страны. У нас формируется более миллиона тонн отходов ежегодно, и, соответственно, если мы не будем заниматься этой проблемой, мы просто погрязнем, и многие территории у нас будут не приспособлены к деловой активности. Но поступая пока только 2% из этих отходов на переработку, поэтому, конечно, те проблемы, которые накопились, нам приходится их решать. У нас на сегодняшний день функционируют 34 полигона и 14 мусороперерабатывающих комплексов. Я уже сказал, что в прошлом году еще 5 комплексов мы запустили. Но, в общем-то, задача довести это до того, чтобы вот сейчас у нас 37% населения пользуются раздельным сбором твердых коммунальных отходов в 30 муниципалитетах. В этом году, уже в 2021 году, задача, чтобы мы довели это до 70%. И, значит, считаем, что эта цель будет достигнута. И, в общем-то, итоговая наша цель добиться того, чтобы мы были самым комфортным регионом Российской Федерации, а для этого, конечно, с мусорной реформой мы должны быть лидерами в стране. Это непростая задача, но мы видим по ликвидации количества, значит, свалок несанкционированных и закрытие полигонов, которые уже накопились, открытие новых, значит, и программы развития, которые у нас есть, мы видим, что эта цель точно достижима. Мы стимулируем работу наших рекоператоров, которые у нас 4 рекоператора работают в этой сфере в Республике Башкортостан. В общем, у них есть инвестиционные планы, которые они защитили и к реализации которых они сейчас приступили. Мы, в общем, ставим высокие требования по вывозу ТКО. Сегодня нет у нас населенных пунктов, которые не охвачены таким вывозом. Как я уже сказал, у нас на 99% мы фиксируем и контролируем это через фото-видеофиксацию, видим, как это работает. Делали несколько внезапных выездов для того, чтобы проверить график вывоза ТКО. И глав от муниципалитетов просили сделать это внезапно. В подавляющем большинстве серьезных отклонений от графика вывоза нет. Вот. Что касается уже глубины переработки, повторюсь, здесь это полигоны, мусоросортировочные центры, по ним продолжаем работать. Я уверен, что к 2024 году будем лучшим регионом страны по мусорной реформе. Спасибо. Коллега Ишмухаметов Рустем Рифатович, пожалуйста, вопрос. Спасибо. Уважаемый Андрей Геннадьевич, к нам поступает много жалоб по качеству атмосферного воздуха, особенно в промышленных городах. Недавно мы в парламенте республики заслушивали информацию Башгидромета, Минэкологии и других ведомств. И много было вопросов у депутатов. Некоторые вопросы мы решили повторно заслушать в мае месяце. Вот. И вместе с тем был вопрос, планируется ли в Центре управления регионом, о котором вы говорили, организовать мониторинг чистоты воздуха, почвы, воды. Темы очень востребованы, потому что буквально в этом месяце и президент страны Владимир Путин подписал закон, и уже вступил в силу федеральный закон о том, что органы государственной власти теперь обязаны в открытом режиме в интернете размещать информацию об окружающей среде. Такой вопрос. Спасибо. Спасибо, Рустам Рифатович. Да, это большая проблема, над этим ведется работа. Такие станции у нас в республике есть, их 9. Есть также у нас в Уфе 2 станции раннего обнаружения выбросов, которые работают. Сейчас у нас есть 4 передвижные станции, которые делают отбор проб. В общем-то, это позволяет нам достаточно оперативно мониторить ситуацию по всей республике. Но все-таки надо признать, что единого центра нет. Это как данность надо отметить.
Но мы и предполагали, конечно, что в Центре управления республики у нас будут в том числе интегрированы эти данные, и мы будем там видеть постоянно, в постоянном оперативном режиме все данные, которые будут и по этим вопросам стекаться к нам. Вот. Если спросите все-таки мое мнение, нужен ли нам единый такой центр мониторинга, ну, думаю, да, это было бы таким существенным решением этой проблемы и, ну, и как бы выходом на более высокий уровень контроля за этой ситуацией. Но, может быть, к этому вопросу надо вернуться через год, и в этом году и сложности финансовые в бюджете есть. И плюс мы сейчас интегрируем все данные сначала в ЦУР, посмотрим, как это будет работать. И, значит, в следующем году, если почувствуем все-таки возможность и необходимость в строительстве единого центра, тогда к этому вопросу вернемся и будем его решать. Спасибо, Руслан Александрович. Спасибо. Депутат Хорошилов Николай Анатольевич, пожалуйста, вопрос. Да, уважаемый Андрей Геннадьевич, на площадке нашего комитета, Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию, мы, конечно, регулярно общаемся с руководством Министерства строительства и архитектуры, в том числе вопросам жилищного строительства. И все-таки, Андрей Геннадьевич, хотелось бы услышать вашу оценку готовности строительной отрасли к решению задач текущего года в части жилищного строительства. Спасибо. Ну, надо сказать, Николай Анатольевич, что готовность продолжать работать, сохранять высокие темпы строительства жилья имеются. Мы к 30 году должны выйти на 4 миллиона квадратных метров ежегодного строительства. Это даст нам возможность и, в общем-то, процент на душу населения по обеспеченности жильем вывести на необходимый уровень. Ну и, конечно, в общем-то, создать комфортные жилищные условия для наших граждан. Строительный комплекс находится в нормальном состоянии. Здесь есть, конечно, над чем работать, потому что, в общем-то, определенные сложности, которые возникают в экономике, ну, например, там, когда есть какие-то ограничительные меры, они, конечно, сказываются в том числе и на строительной отрасли. Потом, значит, документация, если, например, мы говорим о проектно-сметной документации, она часто, в общем, требует уже внесения изменений, да, удорожание происходит. В этом году, в начале года, существенно подорожали многие материалы, там металл, например, и это во многих процессах возникает у строителей сложность. Но при этом мы видим, что наш строительный комплекс находится в том состоянии, которым может решать те задачи, которые есть. Мы сейчас, в общем-то, со стороны федерального центра имеем определенную, ну, как бы дополнительную, что ли, так можно выразиться, поддержку. В общем-то, она гораздо больше, чем была ранее, и это позволяет нам, в том числе и для наших строителей, создавать дополнительные объемы. Значит, и у нас сейчас вот по программе «Стимул» выделено 8 миллиардов на ближайшие годы, которые позволяют нам решать многие инфраструктурные проблемы. Это, конечно, подряды для наших строительных компаний. Значит, что касается в целом этого рынка, я уже сказал, что застройщики, они, в общем-то, строят жилье, но пока не было ранее определены правила, которые позволяли, в общем-то, одновременно и социальные объекты строить. Сейчас мы находимся на завершающей стадии нахождения консенсуса или компромисса, если хотите, с застройщиками. И в итоге это точно даст нам возможность строить и больше, а самое главное, строить более комфортно для наших граждан. И таким образом сам строительный комплекс получит дополнительные объемы строительства. И, ну, я вот могу констатировать, что большинство строительных организаций, которые есть в республике, могут строить больше. Ну, наверное, наш сегодняшний строительный рынок и наши объемы, которые мы планируем, дают возможность даже и приглашать еще строительные организации, которые бы могли, ну, скажем, принести еще свои компетенции. Ну, во всяком случае, у нас по закону, в общем-то, конкурентные процедуры, они же открытые, да, на основании 44-го федерального закона. Там любые компании из других территорий тоже участвуют и выигрывают, и строят.
Вот. Так что я считаю, что это направление одно из самых важных, потому что именно руками строителей все эти объекты, о которых я сегодня говорил, строятся, и от самочувствия строительных организаций и просто наших строителей зависит очень многое. А когда мы строили инфекционные госпитали в рекордные сроки, такие сроки никто пока не достигал, за исключением наших военных и Москвы. Китайцы, правда, еще там соревновались с нами, но я считаю, что мы можем их некоторым вещам поучить. И за 2 недели они в Ухане построили госпиталь. Мы тоже эти 2 общежития за 2 недели построили, потренировались по их технологии. Мы тоже можем. Это менее качественно, это очень временное сооружение, но тоже можем за 2 недели строить такие объекты. Вот. Я к тому, что на тот момент все было сделано нашими руками. Наши строители, наши материалы, наш проект, все наше, все сделано здесь, в Башкортостане, и получило признание у всей страны. А, в общем-то, я могу сказать, что и в мире многие оценили очень высоко. Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Коллега Калинин Олег Александрович, пожалуйста, вопрос. Андрей Геннадьевич, 2020 год, он был довольно-таки тяжелый экономически, да, экономика была тяжелая. Вот подскажите, пожалуйста, вот в 2020 году вы сохранили эту тенденцию именно активности инвесторов в сфере АПК. У меня с этим вопрос. Удастся ли сохранить эту динамику в будущем и какие ключевые направления вы для себя видите? Да. Спасибо за вопрос. Да, хочу сказать, что у нас нет никаких сомнений, что агропромышленный комплекс будет развиваться хуже, чем в 2020 году. Конечно, я с нашим министром сельского хозяйства согласен, когда он говорит, что вчера, когда на форуме АПК мы обсуждали эти вопросы, он говорит, что нельзя всегда расти высоким темпом. Рано или поздно это упирается в какой-то потолок, да, и поэтому надо расти, по его мнению, разумно. Но человек, он опытный, считается одним из лучших министров сельского хозяйства Российской Федерации. Вчера так Минсельхоз России его оценил. И он с этим, в общем, не спорил. И надо сказать, что, в общем-то, возможности для продолжения развития, они точно есть. Темп, конечно, высокий держать сложно, потому что невозможно постоянно такой взрывной рост обеспечивать. Чем выше база, тем потом сложнее дальше расти. Но, тем не менее, мы видим перспективу, большое количество инвестиционных проектов есть. Конечно, во многом это потому, что мы стимулируем это с помощью мер государственной поддержки. Это и отношения, начиная от главы республики к каждому инвестору, это и отсутствие каких-то сложных бюрократических процедур, а наоборот, использование административного ресурса в помощь нашим инвесторам, в том числе в агропромышленном комплексе. Это, конечно, просто прямые меры финансовой поддержки, которые мы даем. Вы знаете, инвестор, он же выбирает регион, и он смотрит. В Башкортостане бизнесмены, они очень, в хорошем смысле, очень циничные люди. Да? Они просто берут калькулятор и смотрят, в каком регионе им это выгоднее сделать. Все. И если мы более выгодны, они приходят к нам. И в большинство случаев все-таки на самом деле выбирают наш регион. Это мы и видим по инвестициям, которые показатели инвестиций. И за 2019 год взрывной рост был по инвестициям, и 2020 год мы удержали положительную динамику. И по агропромышленному комплексу тоже. А в агропромышленном комплексе там очень четко эта помощь видна. Сельчане очень благодарный народ. Им помогать начинаешь, они прям результаты выдают, это прям можно даже заранее их прогнозировать. Те новые технологии, которые мы применяем, у нас сейчас роботизация уже началась, у нас есть уже фермы, которые, наверное, только в самых цивилизованных странах, в общем-то, раньше были. Теперь у нас в Заурале, в Абзелиловском районе такая ферма есть. И, в общем, мы продолжаем развиваться в этом направлении. С одной стороны, привлекаем инвесторов, а с другой стороны, стимулируем наших сельчан для того, чтобы они развивались, мы их поддерживаем. И таким образом рост агропромышленного комплекса. Наша продовольственная безопасность, если это громкая фраза, если хотите, но в целом это то, что нам нужно. Мы должны потреблять свои качественные товары, произведенные здесь. У нас, конечно, выпала там определенная логистическая цепочка по сохранению этих продуктов
которые мы у себя производим, они часто уезжают за пределы, потом мы их уже через несколько месяцев в другой сезон покупаем просто с дополнительной стоимостью. И чтобы это преодолеть, мы, в общем, логистические комплексы, которые будут позволять нам хранить эти продукты, эти товары, вот у нас и в 310-м указе они есть, мы их строим и стимулируем их строительство для того, чтобы вот у себя все это и сберегать, и потом добавленную стоимость у себя же производить. В общем, эта работа, на мой взгляд, ведется очень в хорошем темпе, есть хорошие результаты. Большой задел инвесторов, которые у нас уже подтвердили свое участие, вот, продолжают инвестировать в Башкортостане. Значит, вот, кроме тех, что я уже сегодня называл, там и Таурус, и башкирское мороженое, у нас там, например, башкирский бройлер, да, объем инвестиций 6 миллиардов 630 миллионов. То есть у нас есть и крупные, и сотни небольших проектов, которые, в общем-то, развивают эту отрасль. А вообще в целом это у нас 51 приоритетный инвестиционный проект на сумму 104 миллиарда, это уже вот, которые в реализации находятся. Поэтому здесь опасений, слово опасений нет, неправильно, да, опасаться надо всегда, поэтому работа здесь в постоянном нашем контроле находится и в общем видим, что положительный результат, надеемся, и в будущем будет такой же, даже уверены в этом. Коллеги, давайте посоветуемся. Я думаю, что закончится вот-вот количество желающих задать вопросы, но этот список не ограничивается. У нас кто? Фидель Кастро мог по 9 часов не уходить с трибуны говорить. Я думаю, что нет необходимости повторения этого подвига нашим уважаемым докладчикам. Более 2 часов мы уже рассматриваем первый вопрос. В президиум поступает предложение завершить рассмотрение первого вопроса. Нет возражений, коллеги? Есть необходимость голосовать? Давайте определимся так. Кто не смог задать вопросы, передайте тексты вопросов в президиум. Мы обязательно передадим правительству и получите исчерпывающий ответ на те вопросы, которые вас интересуют. Нет возражений? Спасибо, Андрей Геннадьевич. Давайте поблагодарим докладчика за интересный разговор. Уважаемые коллеги, мы должны принять решение по рассматриваемому вопросу. Есть предложение отчета о результатах деятельности правительства за 2020 год принять к сведению и сделать соответствующую протокольную запись. Если нет возражений, коллеги, прошу голосовать. Решение принято единогласно. Продолжаем нашу работу.